Национальный государственный оркестр народных инструментов имени Булата Газданова отпраздновал 80-летний юбилей. Созданный в годы Великой Отечественной войны, коллектив прошел большой путь и по праву считается главным хранителем национальной музыкальных традиций в Осетии. Дзира Сабогова – юная гармонистка, участница и победительница многих творческих конкурсов. С нетерпением ждала это событие, говорит, давно хотела попасть на концерт этого коллектива. Я первый раз пришла на концерт оркестра Булата Газданова, и осетинская мелодия – это самое лучшее, то, что есть. Я сама играю на осетинской гармонике. Более 60 лет оркестром руководит народный артист России, выдающийся гармонист Булат Гапоевич Газданов. Своим талантом, неповторимым стилем исполнения, преданностью своему призванию он снискал любовь и уважение народа. Музыканты оркестра – настоящие профессионалы. Непрерывно развиваясь, им удается сохранять свою уникальность, а каждый их выход на сцену – большой праздник осетинской музыки для зрителей. На протяжении многих лет содействие развитию этого коллектива оказывает Вячеслав Битаров. Юбилейное мероприятие, 80-летие этого оркестра, из которых 60 лет отдано оркестру Булатом Газдановым. И благодаря его труду, его самоотверженности по сохранению культуры нашего народа оркестр прошел все трудные времена. И в 90-е годы, и в 2000-е годы, когда много таких оркестров распалось. А этот оркестр развивался. И мы сегодня убедились в том, что благодаря усилиям Булата Гапоевича оркестр сохранился. И не только сохранился, но развивался и продолжает свое развитие. За 80 лет коллективом было исполнено около 1000 произведений, в числе которых народные песни и танцевальные мелодии, многие из которых в оригинальных обработках. Оркестр народных инструментов внес неоценимый вклад в развитие национальной осетинской культуры. Серьезное событие, это серьезная дата для коллектива, что он есть и существует сейчас. И для нас, для самого коллектива, мы не так часто даем именно юбилейные концерты. И это, я думаю, для нас, для самих очень важный такой этап. Если разбирать полностью концерт, в плане вокала мы постарались, наоборот, подобрать максимально популярные произведения, чтобы зритель сидел и радовался, мог подпевать. По-моему, все песни должны быть знакомы зрителю. Условия созданы все, я считаю, надо просто работать над собой, каждый день совершенствоваться. И именно этого я желаю нашему коллективу, чтобы мы росли, развивались, больше интересных каких-то больших гастролей, проектов, концертов. Чем больше, тем интереснее, насыщеннее наша жизнь и как оркестра, как организма, и республики в том числе. Со сцены коллектив поздравляли ведущие творческие коллективы и артисты Северной Осетии, камерный хор Агунды Кокойты, мужской хор Государственной филармонии под управлением Ольги Джанаевой и многие другие. Я благодарна безмерно за то, что сегодня у меня получилось попасть на этот чудесный вечер, за то, что мы получили такие невероятные эмоции. И, наверное, стоит поблагодарить в первую очередь Булата Гапоевича, низкий ему поклон от всех жителей нашей республики за его вклад, огроменный, просто непередаваемый вклад в развитие, сохранение культуры нашей республики. Сам маэстро наблюдал за торжественным вечером из ложи. Богатейшее культурное наследие Северной Осетии. Овации долго не смолкали, зрители долго не отпускали. Людмила Колеева, Казбек Танделов, 15 регион.